Здравствуйте! В эфире новости Татарстана на ТНВ. В студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. В новый сезон с новым тренером. Для меня, лучше, если я буду работать в хоккее, но в каком-то другом формате. Какие изменения произойдут в составе Акбарса, расскажет Рамиль Галиуллин. Переезд не туда. Вот так опечатали у нас живым человеком. Почему жителям аварийного дома в Шиланге предлагают переселиться за десятки километров от места их жительства, узнавал Рамиль Шайдуллин. В Казани сегодня объявили имена лучших педагогов и воспитателей республики. С одной стороны, большую радость и счастье, что меня посчитали заслуженным победителем. С другой стороны, я чувствую большую ответственность. Кто стал учителем года и какими качествами должен обладать лучший педагог республики, расскажет Вероника Гайнудинова. Зиннатулла Белялетдинов уходит с поста главного тренера Акбарса. Об этом 69-летний специалист заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам хоккейного сезона. Контракт наставника барсов, продленный год назад, истекает в апреле. Напомним, в этом сезоне барсы вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв Автомобилисту. Зиннатулла Белялетдинов и генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин сегодня расставили все точки над «и». Теперь в межсезонье казанцев ждет масштабная перестройка. Кто из лидеров команды останется, будет известно уже после назначения нового главного тренера. Чего не хватило для Кубка Гагарина, расскажет Рамиль Галиуллин. Коллеги, всем добрый день. Традиционная итоговая пресс-конференция. Год назад журналисты собирались на итоговую пресс-конференцию по более радостному поводу. Сейчас обратная картина. Уже давно Акбарс не вылетал из плей-офф так рано. Сходу главный вопрос. Останется ли Зиннатулла Белялетдинов у руля команды? По словам тренера, к следующему сезону готовить барсов будет уже другой специалист. Работа главного тренера, в общем, требует больших сил, эмоций. И, в общем-то, большая ответственность. Поэтому я думаю, что для меня лучше, если я буду работать в хоккее, но в каком-то другом формате. Тем более, что у нас и договоренность была в прошлом сезоне, что я на один сезон только подписываю. Поэтому как бы все было и запланировано. Зиннатулла Белялетдинов подхватил кризисную команду по ходу прошлого сезона и довел до финала Кубка Гагарина. Но хоккейную сказку повторить не удалось. Выступление в плей-офф Акбарс в этом сезоне закончил непривычно быстро. Команда уступила Автомобилисту 1-4 в серии и вылетела после первого раунда. В течение всей регулярки казанцев лихорадило. Барсы то шли в лидерах и считались главным претендентом на кубок, то опускались вниз по турнирной таблице. Как итог, 4-е место на Востоке. По словам Зиннатуллы Белялетдинова, к матчам на вылет команда подошла без должного настроя. Плей-офф – это серьезное соревнование. Все команды, в общем-то, мобилизуются, игроки мобилизуются. Командное настроение должно быть такое боевое. А в принципе, оно создается, вот это все создается на протяжении всего сезона. И когда подходим уже к основным матчам, ребята должны выдавать все то, что необходимо для того, чтобы играть хорошо, достойно играть. Говорили и о будущем хоккеистов. Соглашения некоторых истекают в конце апреля. Как отметили, вопрос о продлении контрактов пока открыт. Сначала надо определиться с кандидатурой нового главного тренера. Разговоры они сейчас идут, но многие игроки, те, которые даже у нас, ждут, когда у нас будет новый тренер. Соответственно, где-то замедляется. Но предварительно по каждому не буду, но такие договоренности есть. И по контрактам, и это. Если будет какая-то определенность в ближайшее время, то, соответственно, мы будем уже параллельно объявлять продление контрактов. Пока все игроки и тренеры находятся в расположении команды. В графике перед отпуском, тренировки в упрощенном режиме. Контракты у большинства игроков действуют до 30 апреля. Кто из хоккеистов покинет команду, а кто останется в коллективе, станет известно позднее. Пока же ясно одно. Акбарс ждет очень насыщенное межсезонье. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Начальник управления ЗАГС Кабинета министров Татарстана Гульшат Нигматуллина освобождена от должности. Указ об этом подписан Раисом Республики 21 марта. Эту должность она занимала с февраля 2019 года. Отставка, вероятнее всего, связана с уголовным делом в отношении ряда сотрудников ЗАГС в районах республики. Подробности пока не разглашают ни Следком, ни УБЭП МВД. Как нам стало известно, уголовное дело возбуждено по статьям мошенничества, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. По нашей информации, нарушения выявили в системе премирования сотрудников. Мы следим за развитием событий. Напомним, это уже вторая громкая отставка на этой неделе. В понедельник был уволен глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов с формулировкой «в связи с утратой доверия». В поле зрения правоохранительных органов он попал в прошлом году. По версии силовиков, Миронов не указал в отчетах все доходы семьи. По материалам дела у него нашли недвижимость на 308 миллионов рублей. Настоящий весенний прогноз сделали синоптики республики на выходные. И так в ближайшие дни татарстанцев ждут солнце и туман, мокрый снег и дождь. Завтра мимо республики будет проходить атмосферный фронт северо-западного циклона. Усилится юго-западный ветер. Если ночью в субботу температура понизится до -9, то днем в понедельник уже повысится до +9 градусов. Синоптики предупреждают, такое потепление вкупе с ожидающимися осадками может привести к сходу льда с крыш зданий. Их дом на грани обрушения, но переезжать пока некуда. В нашу редакцию обратились жители села Шеланга Верхнеуслонского района. Жилье опечатали как аварийное и предложили переехать в общежитие из маневренного фонда. Жители считают такое предложение неравноценным. Предлагаемая альтернатива в десятках километрах от их родного села. Между тем, на прошлой неделе у дома уже обрушилась крыша, и жить в нем просто опасно. Почему переезжать еще страшнее, узнавал Рамиль Шайдулин. 2 дня назад опечатали дом. Эти кадры могут по-настоящему удивить. 34-й дом по улице Куйбышева опечатан как непригодный для проживания, хотя в нем проживают. Вот так опечатали у нас живым человеком. Пенсионерка в кадре — собственница одной из квартир Антонина Петухова. На прошлой неделе она чуть не погибла, когда обрушилась крыша их ветхого дома. За несколько секунд до этого пожилая женщина вышла кормить кошек. В это время раздался грохот, говорит ее дочь Елена Барсукова. Дверь открыла, а здесь вот бревно прям в кресло торчит. Отсюда можно видеть масштабы разрушений. Без крыши остались буквально 2/3 дома. Но кроме жильцов сейчас до этого, видимо, никому нет дела. Ведь двухэтажка еще с 2018 года признана аварийной. Но с тех пор ее ни разу даже не пытались ремонтировать. Дом построили в 70-х годах как жилье для работников местного плодово-ягодного завода. Пришли 90-е, и предприятие обанкротилось. Жители дома успели приватизировать квартиры, а всю инфраструктуру выкупили другие люди, даже котельную. Именно с тех пор все хозяйственное бремя и легло на жителей дома. Ни разу не делался капитальный ремонт, даже простой ремонт какой-то. А вот это вот все платили. Своими силами жильцы сделали собственное отопление, сами проводили водоснабжение. Теперь только за коммуналку каждая семья платит более 10 тысяч рублей в месяц. Квартир здесь 2, в остальных давно не живут. Сосед снизу, Рамиль Даминов, переехал сюда в 2013 году. Сделал дорогой ремонт, а теперь узнал, что в доме жить нельзя. Мне бы хотелось хотя бы какую-нибудь компенсацию или жилье хотя бы предоставили. Вот Нурвахитове, например, там растут эти дома маленькие, как грибки. Мы же не просим большой какой-нибудь там большой дом нам. Сделайте, чтобы я дожить мог свой век. Жильцы настаивают, в качестве компенсации должны предоставить равноценное жилье в их селе. На данный момент в Шеланге, в самом сельском поселении, возможности нет. В районном исполкоме предложили жильцам другую альтернативу – комнаты в маневренном фонде с отоплением, водой, общими санузлом и кухней. Там дальше, значит, у нас кухня. Здесь кухня. Но это по принципу общежития сделано, по большому счету. Ну вот они могут здесь разместиться. Одно но. Жилье это расположено около райцентра, в 34 километрах от самой Шеланги, что неудобно как для работающих на местном кирпичном заводе Рамиля Даминова, так и для пенсионерки Антонины Петуховой и ее супруга. У них рядом с домом остается личное подсобное хозяйство. Мы и здесь можем предоставить участок, и их дети смогут построить здесь курятник,
Жители считают, земля в этом районе имеет особую ценность. До Волги рукой подать, поэтому их и торопят с переселением. В перспективе-то они сказали, это дом когда-то все равно снесется, но вместо этого дома все равно, наверное, что-нибудь будет, строение какое-нибудь будет. Чтобы на старости лет не оказаться в чужих стенах, жители намерены стучать во все инстанции. В ближайшие дни они идут на прием к районному прокурору. Рамиль Шайдуллин, Нисан Саитова, ТНВ, Верхнеуслонский район. В Казани сегодня объявили имена лучших педагогов и воспитателей Татарстана. Здесь подвели итоги республиканского этапа всероссийского конкурса «Учитель года». В этом году в нем приняли участие более 800 педагогов, 62 лучших прошли в финал. Кто стал учителем года Татарстана и будет защищать честь республики на федеральном уровне? Репортаж Вероники Гайнудиновой. Сегодня все песни звучат для лучших педагогов республики. В зале 62 учителя и воспитателя. Все они победители школьных, районных и зональных этапов конкурса. Воспитатель года 2024. Обладателем этого звания стала воспитатель детского сада «Шаян» из Набережных Челнов Дарья Ольденбург. С детьми работает уже 6 лет. На конкурсе представила свою разработку «Детское программирование». На внедрение методики получила 3 федеральных гранта. Сейчас ее программу применяют в 8 детсадах Автограда. Это ориентировка в пространстве, то есть они ориентируются на бумаге и в неограниченном помещении, например. Обучаем последовательности действий до достижения какого-то результата. И дополнительно это у нас расшифровка и закодирование слов, для того, чтобы детям было просто интересно. Сельский учитель, педагогический дебют, учитель года по основам безопасности жизнедеятельности. Параллельно проходили несколько профессиональных конкурсов, определили лучшего учителя татарского языка и литературы в России. Участвовали педагоги из Пермского края, Нижнего Новгорода, Тюмени, Мариэл, Мордовии и Башкортостана. Лучшими стали сразу 2 учителя из Москвы и Казани. Я сама работаю в русской гимназии и работаю именно с русскоязычными детьми. Я для них разработала интерактивные тетради, так как дети особенно маленького возраста любят играть, чтобы они в игровой форме легко и непринужденно с радостью изучали татарский язык. Школа 1186 является единственной татароязычной школой в городе Москва. У нас в классах обучаются татары, также дети тюркоязычные, которые также приходят ко мне на уроки. Учителя проводили открытые уроки, давали мастер-классы и рассказывали об инновационных методиках, которые они применяют в обучении детей. Всего в этом году в конкурсе приняли участие больше 800 педагогов. Учитель года России 2024 в Республике Татарстан. Радик Хабиров вот уже 9 лет преподает физику в 108-й школе Казани. Говорит, эта победа для него большая ответственность. Старается подобрать ключ к каждому ученику и заинтересовать их на первый взгляд очень сложным предметом. Но в школу Радик Хабиров попал не сразу. Изначально я вообще учился на инженера-строителя, заканчивал строительный университет, даже с золотой медалью. И в какой-то момент я понял, что работая инженером я не получаю того удовольствия, о котором я мечтал. Я всегда хотел что-то созидать и строить, но это оказалось не просто здание, а что-то настоящее, живое. И я решил работать с детьми, чтобы построить, хотя бы быть причастным к тому, чтобы строить будущее нашей страны. Теперь Радик Хабиров будет представлять Татарстан на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». Он пройдет осенью в Саратове. Профессиональный конкурс, он направлен для выявления самых таких одаренных учителей, которые могут быть в дальнейшем наставниками для всех учителей республики. В этом году впервые победители и лауреаты конкурса получили подарки – денежное вознаграждение от промышленных предприятий республики. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиаддинов, ТНВ, Казань. В многопрофильном лицее в жилом комплексе Царево-Вилледж выявлен гепатит А. Сколько детей заболели и сколько из 1700 учеников школы необходимо оперативно вакцинировать, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Казани состоялось очередное заседание экспертного клуба «Волга». Встречу в IT-парке имени Башира Рамеева посвятили итогам прошедших выборов президента страны. Эксперты отметили, 3-дневное голосование стало одним из самых спокойных за последние годы, а высокий уровень явки обеспечен доверием к действующему главе государства. Фантастическая активность наших избирателей, она объясняется с тем, что никто не хотел быть в стороне тех событий, которые происходят в мире. И в первую очередь по отношению и к России, по отношению и к Украине, и к тем людям, которые там живут. Мы в течение многих месяцев фиксировали социологически ту поддержку, которую Владимир Путин, по нашим прогнозам, должен был получить. Поддержка была высокая, явная, открытая. И
Вопрос заключался в том, вот эта консолидация, вот это единство общества, выльется ли в большую явку, высокую явку и высокую активность избирателей. Собственно, это и произошло. Могу сказать, как электоральный эксперт, что за последние 13 лет это самые спокойные, на мой взгляд, выборы, где не было большого количества информации о возможных нарушениях, да, так называемых фейковых информаций. Достаточно большое количество материалов было посвящено проекту «Информ-УИК». Да, это тоже около 1500 материалов. Это позволило тем людям, которые ходили по квартирам, дойти до этих квартир и вызвать определенный уровень доверия. Мы знаем, что по итогам этого проекта специалисты Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан дошли до 93% избирателей. Очередная сессия Госсовета Татарстана состоится 29 марта. Такое решение депутаты приняли сегодня на заседании Президиума парламента. Его провел Фарид Мухамедшин. На сессии планируют рассмотреть 20 вопросов, в том числе 2 проекта федеральных и 9 проектов республиканских законов. Это внесение изменений в бюджетные и семейные кодексы, законы об инвестиционной деятельности, о физической культуре и спорте. С докладом выступит уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец. Также депутаты заслушают выступление бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева и председателя Общественной палаты Зили Валеевой. Отчет о проделанной работе представит и Комитет Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Фарид Мухамедшин призвал парламентариев отслеживать реализацию принятых законов на местах. Нам надо обязательно отслеживать, мониторить, как работают законы на территории Татарстана. Я обращаюсь к руководителям фракций, к активным депутатам. На фракциях рассматривайте эти вопросы. Может, что-то придется поменять, добавить, усилить. Мы продолжаем рубрику «Индустриальный Татарстан». Она знакомит с крупными промышленными предприятиями, на которых базируется экономика республики, а значит, наше с вами качество жизни. Сегодня познакомимся с компанией «Таткабель». Завод выпускает весь спектр кабеля энергетического назначения. Продукция завода обеспечивает электроснабжение в Москве, Санкт-Петербурге, на объектах Татнефти, Танека, Газпромнефти и других. Вероника Гайнудинова побывала на предприятии. Начинал с ученика, сейчас уже как бригадир, 5-й разряд. Ильшат Шамсуддинов на завод пришел 9 лет назад. Окончил институт культуры, но решил попробовать себя в рабочей профессии. После обучения с наставником стал трудиться скрутчиком кабеля. Сегодня Ильшат, один из передовых работников, внедряет в производство свои разработки. Придумал специальную таблицу, которая рассчитывает остаток кабеля. Но у нас была проблема, то что постоянно на линии то оставалась проволока, то заканчивалась. А потом мы посчитали, выявил, как можно высчитать проволоку. С помощью этой таблицы можно высчитывать, чтобы проволока прям заканчивалась в ноль. То есть, чтобы не было остатков. Айдар Шакиров – опрессовщик кабельных изделий. Его задача – наложить изоляцию на проволоку. Ему 27, на завод пришел 3 года назад. Рабочую профессию выбрал сразу. Перспективная организация, молодой коллектив. Но рабочая профессия уж всегда востребована и важна. Потому что от нас зависит производство. Кабель требуется везде, все равно расширяется везде. Таткабель начал свою работу в 2009 году. Сегодня это один из самых современных заводов страны, который выпускает весь спектр кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена для энергетики напряжением до 500 киловольт. Продукция завода поставляется на объекты Россети, Газпрома, сетевой компании, Татнефти, Танека. Их кабели проложены на объектах Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани. Производство кабеля, то есть начиная от волочения проволоки, заканчивая производством наружной оболочки, испытания и отправлять к заказчику. Здесь обучение происходит непосредственно на заводе, назначается наставник, его обучают самостоятельной работе по производству. В марте по программе модернизации предприятия запустили 2-ю линию перемотки кабеля. Очень сильно помогла заводу в увеличении выпуска продукции, поскольку наличие данной линии позволяет нам не замедлять производство среднего напряжения на предыдущих линиях.
Уникальность предприятия в том, что у них есть высоковольтная испытательная станция прямо на производстве. Здесь испытывают абсолютно каждый кабель, произведенный на заводе, любого напряжения и любой длины. Например, есть даже возможность проверить больше 5 километров 10-киловольтного кабеля. Многослойный пирог кабель, то есть там жила, изоляция, различные обмотки, оболочки, краны. После того, как весь кабель сделали, его цех предъявляет именно на испытательную станцию на испытание. Проводятся электрические испытания, и после этого делают заключение. То есть кабель соответствует, годен, и все уже потом упаковывается и на объект уходит. Завод освоил производство сверхвысоковольтного кабеля напряжением до 500 киловольт. Первая поставка была на самую мощную в России Саяно-Шушенскую ГЭС. Основная задача сегодня – импортозамещение и увеличение объема поставок. Большие темпы роста, большие приросты по зарплате. И это на сегодняшний день главный показатель. Поставщики на сегодняшний день, если есть Россия, в том году они поставили на Узбекистан, на Казахстан. Есть рынки дополнительные по Турции, по Египту, страны Азии, Индии, куда мы тоже должны зайти и поставлять нашу продукцию. Будут увеличены производственные мощности, поставлены новое оборудование, внедрены в производство новые виды кабеля. Да, сейчас завод «Таткабель» проходит как раз сертификацию по речному морскому регистру, готовятся к прикреплению военной приемки. Сегодня завод работает в непрерывном цикле, загруженный 100%. Здесь трудятся более 300 человек. Для новичков есть система наставничества, где обучат всем азам профессии, которые есть на заводе. Вероника Гайнудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Лаишевский район. Увидеть научные лаборатории вузов, оценить стартапы студентов, перенять положительный опыт. Теперь такая возможность есть у ректоров и педагогов всех учебных заведений республики. Каждую пятницу один из вузов Татарстана проводит День открытых дверей. Такую идею предложили помощник Раисы Альберт Гильмудинов и президент Академии наук Рифкат Миниханов. Сегодня гости посетили Казанский государственный институт культуры. Каждый смог увидеть работу научной школы, исследовательской лаборатории, оценить стартапы студентов. По словам специалистов, культура – это не только танцы, песни и театр. У вуза есть 5 научных школ, работают 3 диссертационных совета, а стартапы в части культурологии успешно реализуются на территории всей страны. Есть свой проект «Капсула времени». Он посвящен истории культуры Татарстана и каждый год дополняется. Наши студенты разработали стартапы изотерапии, библиотерапии, музыкотерапии, театротерапии. И это я яркий пример привожу, что именно и они на стыке, это их идея. Это тоже говорит о том, что к науке тянутся. Наши дети сами разработали стартапы и стали победителями. Это опять-таки говорит о нашей преемственности именно научных наших школ. В этом году формат этих встреч изменен с посещением вузов. Почему? Потому что для того, чтобы где-то говорить о общих подходах, почему посмотреть, какие у нас есть наработки, что можно интегрировать с одного вуза на другой. И, конечно, здесь мы видим результат, все всем интересно. Шаян ТВ выпустили первый мультфильм на татарском языке, созданный с помощью нейросети, и открыли студию «Шаян мультфильм». Проект называется «Шаян Галим. Озорной ученый». В мультфильме главный герой отвечает на вопросы, которыми часто задаются дети. Все ответы научно подтверждены. Как искусственный интеллект создает мультфильм, участвует ли в процессе реальный человек и о чем первые серии расскажет Вероника Гайнудинова. Салям, дуслар! Мин Шаян Галим. Казак. Жерден ойга кадәр барып җитәр өчен күпме вакыт кирәк икән? Сколько нужно времени, чтобы добраться до Луны? Именно таким вопросом задается главный герой в первой серии «Шаян Галим. Озорной ученый». Это первый мультфильм на татарском языке, созданный с помощью нейросети. Я пишу сценарий для этого мультфильма. Нейросеть делает не все, придумывает тему и пишет сценарий все-таки реальный человек. Этим занимается контент-менеджер телеканала «Шаян ТВ» Тансылу Мустафина. После в студии записывают голоса персонажей. Сценарий и озвучку вносят в специальную программу. Уже с помощью нейросети героев мультфильма создают и оживляют. Без нас, конечно, нейросетям не обойтись, но когда мы уже написали сценарий, например, остальная практически вся работа, почти вся работа остается уже нейросетям. Современные технологии облегчают работу, и создавать анимационные мультфильмы теперь гораздо быстрее. Создание анимации пару часов. На одну серию. А создание одной серии такого же объема
у аниматора ушло бы пару недель даже. Проект разработан объединением «Шаян мультфильм». Его создали на базе телеканала. И это новая высота для первого детского телеканала. Каждая серия посвящена интересным фактам на разные темы. Но все они обязательно любопытны юным телезрителям. Все наши первые выпуски отвечают на вопросы наших маленьких зрителей. Это все, что их интересует. Мы планируем сделать много выпусков. Ждем предложений как от детей, так и от их родителей. Возможно, что-то порекомендуют учителя, ученые. Уже готовы 3 серии «Шаян Галим». Первая вышла в эфир детского телеканала «Шаян ТВ». В планах делать и другие программы с помощью искусственного интеллекта, что подтверждает, дети быстрее всего осваивают новые технологии. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. До встречи в 21:30. Центр интегративной психотерапии «Эра». Профессиональная наркология. Анонимно, круглосуточно. Улица Закиева, 4. Телефон 265 99 11. В честь 8 марта дарим автоледи iPhone за покупку нового автомобиля «Москвич» в дилерском центре «Луидор». До 31 марта купи «Москвич» от 1 миллиона 590 тысяч рублей в «Луидор» и получи iPhone в подарок. Кредит всего от 710 рублей в день и каска в подарок. Подробности по телефону 8 800 2002 402. Чтобы было вкусно, не нужно хорошо готовить. Важно выбирать лучшее решение. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Масло подсолнечное 1 литр 99,90. Это победа! В Заинск, Сарманово и Тукаевский район требуются охранники 4 и 6 разряда. 3000 рублей за смену. Телефон 8 904 677 29 41. Доверьте ежедневные кулинарные хлопоты Кукмара, и приготовление еды превратится в настоящее удовольствие. Идеальное сочетание дизайна и функциональности. Кукмара обеспечит успех вашим кулинарным экспериментам. Казанский цирк представляет с 8 марта цирк из сапога. Захватывающие трюки, первоклассная дрессура, весенний драйв. Программа с итальянским акцентом. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников «Эксид». Только в марте с преимуществом до 1 миллиона 150 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Эксид»-центре РРТ на Чайкова, 54Б. Подробности 207 2080. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Скачивайте мобильное приложение «Оплата за газ». Оплачивайте картой любого банка за газ и оказанные услуги без комиссии. Передавайте показания одним касанием экрана. Подключайте функции автоплатежа. Вам будет доступна история всех платежей и начислений, а также информация об установленном оборудовании и сроки поверки счетчиков. «Газпром Трансгаз Казань» рекомендует мобильное приложение «Оплата за газ». Это просто и удобно. Здравствуйте, Исянмисис. В Татарстане характер погоды чуть изменится. Ожидаются осадки, ветер усилится. Подробнее через пару секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Высокой горе, Кукмаре и Зеленодольске будет облачно, местами с прояснениями, возможен снег и дождь. Температура днем от 2 до 4 градусов, ночью от 0 до 2 градусов тепла.
В Кайбицах, Буинске и Апастово будет переменная облачность, осадки лишь местами. Температура днем 2-5, ночью 1-2 градуса тепла. В Чистополе, Мамадыше и Нурлатах будет облачно с прояснениями, днем без осадков, ночью местами снег. Температура днем 3-5, ночью 0-1 градус тепла. В Набережных Челнах, Агрызе и Менделеевске переменная облачность, снега не обещает, днем плюс 4-5, ночью 0 плюс 1. В Альметьевске, Урусу и Бавлах температура днем 3-5 градусов тепла, ночью от 0 до 2 градусов мороза. Здесь тоже переменная облачность, осадки маловероятны. Облаков станет больше и в туристических городах республики. В Свияжске температура днем плюс 4 градуса, будет облачно, пройдет дождь, ночью 2 градуса тепла. В Болгарах днем плюс 4, ночью плюс 2. Здесь облачно с прояснениями, днем осадков не прогнозируют, ночью дождь. В Елабуге переменная облачность, днем без осадков и 3 градуса тепла, ночью 1 градус выше 0 и снег. В Казани будет облачно с прояснениями, временами дождь, температура днем плюс 4, ночью плюс 2 градуса. Атмосферное давление в норме 749 мм ртутного столба. Ветер южный около 5 метров в секунду, влажность 51%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде, берегите себя, всего доброго.